Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня посылка из Якутии. С варганами Сунтар. Это, пожалуй, одни из лучших варганов в моем ассортименте. Я сам использую один такой варган в качестве инструмента на каждый день. И их плюс в том, что они не самые дорогие из якутских хомусов, но при этом представляют собой такой баланс, золотую серединку. Смотрите, пожалуйста, распаковку до конца, чтобы услышать звук этих инструментов и узнать мое мнение, почему из всей плеяды мастеров именно вот эти варганы я считаю наиболее подходящими инструментами для новичков и также подходящими, например, для концертной деятельности или на вырост. Итак, поехали. Наливайте себе чаек, берите сладости, а я пока распакую посылку. Значит так, вскрыли мы посылку, и у меня на столе лежат 4 вот таких красавца якутских хомуса. Они вот в таких футлярчиках, довольно интересных. Давайте рассмотрим хомус поподробнее. Что мне нравится в якутских хомусах, все они поставляются вот в таких деревянных футлярах. Это, скорее всего, в данном случае сосна. Она покрыта морилкой. И вот здесь внутри еще такая бархатная накладочка для красоты. Внутри мы видим красавец якутский хомус. Я уже однажды обозревал эти хомусы на своем канале, поэтому подробно на размерах и пропорциях не буду останавливаться. Скажу только, что это классическая якутская форма, круглое кольцо, деки, сходящиеся на конус, и язычок высотой чуть более 2 сантиметров. Загиб такой очень интересный, да, обратите внимание, он больше 90 градусов, острее 90 градусов. И что мне нравится, здесь линия загиба совпадает практически с линией кольца, касания пальцем. И также особенность вот этой конкретной модели в том, что здесь язычок утяжелен капелькой металла. Капелька, кстати, очень гладкая, будет хорошо скользить о палец. И это говорит о том, что данный хомус басовый. Что ж, давайте протестируем звук. Беру тюнер, беру хомус. Ух. Вот если выстроить настройку 432 Гц, то мы попадаем четко в соль диез контроктавы. Я считаю такую настройку в контроктаве оптимальной для того, чтобы попробовать, что такое басовый хомус вообще, басовый варган. Давайте попробуем, что может этот красавец. Я начну с якутского боя медленно, затем перейду на европейский.
Хороший, мощный хомус с сильной вибрацией, который прекрасно реагирует на дыхание и резонирует прям вот до самых низов, до самой диафрагмы. Must have. Очень хорошо. Отличный хомус. Давайте сделаем так. Я протестирую все 4 штуки в случайном порядке, а затем скажу свое мнение в конце. Так, беру следующий. Угу. Обратите внимание, у этого хомуса колечко маленькое, аккуратное, но уже без капельки. Это говорит о том, что хомус будет настроен выше. Давайте посмотрим, так ли это. Мне тюнер показал до диез с небольшой погрешностью, буквально там 5-10 центов. И исходя из своего опыта, я хочу сказать, что эта погрешность вообще не критичная. То есть, если вы играете сольно, то вы не заметите, скорее всего, этой разницы. Берем, пробуем.
Нет вопросов, перехожу к следующему. Очень такой динамичный хомус с ярким звуком, с легкой якутской бархатистостью в пределах нормы, на котором можно играть как быстро, так и медленно. Но вот сегодня у меня настроение сыграть на нем в быстром темпе, тремоло, триоли различные. Очень хороший, добротный варган. Продолжаем тестировать звук. На очереди у нас вот такой красавец хомус. Обратите внимание, он также с утяжелением. При этом его колинцы несколько выше предыдущих. Оно здесь доходит практически 3 сантиметров в высоту. Такое высокое колено вообще норма для якутских хомусов. Давайте проверим, как он звучит. У меня тюнер показал соль диез контр-октавы с небольшой погрешностью в пару центов. Если учесть, что это якутский хомус и периодически они вообще не строят свои инструменты, такая уж традиция, то такая погрешность это нормально. При сольном исполнении она практически незаметна. Давайте посмотрим, на что способен этот красавец. У него довольно высокое колено и довольно низкий звук, поэтому я начну с медленной игры, а там как пойдет.
Хороший хомус. Я полагал, что вот из-за такого высокого коленца с боем возникнут сложности, но, как оказалось, коленце достаточно жесткое и практически не мешает вот эта пропорция двустороннему бою. То есть я попробовал и верхний кистевой, и нижний, и двусторонний, и на довольно высокой скорости, и во всех режимах игры мне показалось играть довольно комфортно. Есть небольшой шелест колена, но на фоне общей громкости его практически незаметно. Я думаю, в записи его вообще не будет слышно. Это так, субъективное ощущение. Переходим к следующему, к заключительному хомусу на сегодня. Этот пока убираем. Так, четвертый хомус аналогичен предыдущим. Коленце здесь без утяжеления. Нота четко ре большой октавы. Ну там плюс-минус пара центов. Язычок чуть жестче предыдущих. Вот этот точно хорошо годится для быстрой игры. Давайте попробуем.
Прекрасный хомус. Что мне понравилось, язычок жесткий, послушный. У него не такой длительный сустейн, но зато очень высокая управляемость. Очень комфортно играть в высоком темпе. Мои рекомендации. Итак, это были мои импровизации на хомусах Сунтар. Ставь палец вверх под видео, напиши, какая тебе понравилась больше, а я скажу свое скромное мнение по поводу всех 4 хомусов. Значит так, на хомусах поиграли, теперь выскажу свое мнение. Я знаю, что большинство моих зрителей на этом этапе выключают видео, потому что хорошая вещь не нуждается в комментариях. Тем не менее, я скажу пару слов о каждом инструменте. Возможно, это поможет вам выбрать хомус, который вам наиболее по душе. Значит, что у этих хомусов общего? Ну, во-первых, это высокое качество сборки. Именно поэтому я выбираю эти хомусы на каждый день. То есть, это хомус ручной работы, он кованый, у него довольно тяжелая рама, которая уверенно лежит в руке при разном совершенно хвате. И у него язычок такой средней оптимальной жесткости, независимо от того, басовый это хомус или высокочастотный. На нем можно будет играть как в быстром, так и в медленном темпе, в разной стилистике, якутским кистевым боем, европейским нижним кистевым, в одну сторону, в обе стороны. В общем, универсальная такая рабочая лошадка. Достаточно гладкое коленце позволяет играть двусторонним боем, практически без призвуков, использовать разные приемы, тремоло, триоли различные. И это в полном объеме позволяет раскрыть вот все богатства вообще инструмента. И играть на нем абсолютно разную музыку. Если вы совершенно ничего не умеете играть, и вы только новичок, то здесь хомус прекрасно раскрывается и в одностороннем бое, в умеренном темпе, поскольку у хомуса довольно хорошая такая отзывчивость к дыханию. То есть можно использовать дыхательные приемы разные. Создавать ритм просто за счет вдохов и выдохов. Если вы приверженец якутской медленной стилистики, то здесь также за счет сустейна хомус прекрасно себя показывает, хорошо реагирует на все известные приемы. Вибрато замечательно выдает. Поэтому такой действительно красавец хомус на каждый день. Вот. В чем их различия? Различия были в звуке. И здесь у нас с собой было 2 высокочастотника и 2 низких хомуса. На высокочастотниках мне понравилось играть в основном в быстром темпе. Всякие такие плясовые вещи в современном стиле, да, какой-нибудь техно двусторонним боем. Язычок прекрасно себя ведет при бое в обе стороны. При этом хомус хорошо выдает открытые, закрытые мелодичные обертоны. Низкочастотные хомусы мне понравились тем, что на них можно достаточно в медленном темпе играть за счет сустейна. И если есть желание перейти на какой-то быстрый ритм, то эти хомусы за счет вот мягкости, жесткости язычка оптимальной позволяют это сделать. И мы получаем тоже такой довольно универсальный инструмент. Хочешь — играй медленно, хочешь — играй быстро. При должном опыте хомус это позволяет делать. Еще пару слов про звук. Звук такой типично якутский. В звуке есть легкая такая трескучесть, легкая бархатистость, но она также в пределах нормы, потому что здесь язычки, коленца язычков достаточно жесткие, и они особо не вибрируют при каких-то небрежных ударах. И вот эту бархатистость можно также обратить в такой плюс, в украшение звука, добавив сюда немножко дыхания, добавить какие-то движения губами, и этот вот треск усиливается, и у хомуса появляется такое приятное агрессивное звучание. Вот. Прекрасные инструменты, как высокочастотные, так и басовые, очень хорошо ведут себя на двустороннем бое. На мой взгляд, идеальный хомус, чтобы играть каждый день, искать какие-то новые мелодии, новые композиции. В общем, однозначно, все эти хомусы можно заказать по ссылке в описании, связаться со мной удобным для вас способом и выбрать тот хомус, который прозвучал сегодня на видео. Я считаю, что это очень важно, выбирать варган
самому непосредственно прикасаться руками, слушать звук. Но если нет такой возможности, важно выбирать тот инструмент, который подходит вам по звуку. И это можно сделать, посмотрев данный обзор и выбрав конкретный хомус. Поэтому заказывайте по ссылке в описании. А на сегодня у меня все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. У нас с собой было 4 хомуса Сунтар. Вот в таких чудесных футлярах. Все они могут стать вашими, заказывайте по ссылке в описании. Ставьте палец вверх под видео, жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше обзоров. Играйте на хороших варганах, играйте хорошую музыку. Всем варган, всем пока, до новых встреч в эфире.